Это член-корреспондент Василий Васильевич Филиппов, президент Академии наук Республики Саха-Якутия. Так, пожалуйста, Василий Васильевич. Добрый день, уважаемый Валентин Николаевич, дорогие коллеги. Я хотел бы обратить внимание на некоторых очень серьезных моментах. Во-первых, этот год отчетно-выборный, мы к этому готовимся, и должны быть некие принципиальные моменты для ориентации и дальнейшей работы в сибирском отделении. Но есть очень крупные проблемы. Якутия, как республика, находится в составе Дальневосточного федерального округа. И не только она. Это Республика Бурятия, Забайкальский край. И как будто мы это не замечаем. При этом академическая наука сопровождает социально-экономическое, культурное и иное сопровождение деятельности субъектов Российской Федерации. И в этом плане возникают, вы понимаете, да? Мы все находимся в государственных программах Дальнего Востока, а наука в ведении сибирского. Но это наше счастье, что вы нас взрастили. 10 академических институтов, федеральный университет, но тем не менее, чисто функционально, это не замечать невозможно. Это надо как-то поговорить об этом, ограничить, договориться с Дальневосточным федеральным округом. Мы не участвуем в формировании и научном сопровождении Сибирского федерального округа. Якутия участвует в Дальневосточном федеральном. Это очень большой, серьезный вопрос. А руководство Сибирского обходит абсолютно эту тему. Я не за то, чтобы уйти на Дальний Восток. Вы нас воспитали, родили, мы этому благодарны, но этот вопрос не замечать нельзя. Это во-первых. Во-вторых, за Уральскими горами есть одна национальная академия. Это Академия Республики Саха-Якутия, которым я руковожу 15 лет в итоге. С 93-го года и по сегодняшний день, с возвратом, с уходом, ладно, это всякое было. И сейчас создан Совет по региональной политике РАН во главе с президентом Российской академии наук Александром Михайловичем Сергеевым. Сейчас надо думать о конкретном подписании соглашения. Ведь мы в Москве 4 президента Академии наук Татарстана, Башкортостана, Чечни и Якутии подписали это соглашение. И в новых условиях, с учетом создания этого совета, начинаем свою работу. И я предлагаю, не очень затягивая, сибирским отделением такого сорта соглашение тоже подписать, продумать, потому что то соглашение, оно рамочное, общего вида, политическое, будем так говорить. А здесь нам надо говорить уже о конкретных проектах, о конкретных программах, может быть, даже и о конкретных суммах влияния на наше взаимодействие. Регион готов к этому. И более того, дальше. Кадровый вопрос. Настолько сибирское отделение, Валентин Николаевич, вы конкретно, равнодушно относитесь к судьбе академических институтов Якутии, что вы даже не занимаетесь, кто же будет назначить тем, кто возглавляет ФИС Якутского научного центра. Абсолютно. Кто угодно. Человек не подготовлен, уже 10 лет возглавляет и думает только о том, что как избраться в академике Российской академии наук. Товарищ Лебедев. А ведь там 7 институтов.
А 3 института не вошли сознательно, что крупные институты, междотоведения, геологии, наши медики. И вы абсолютно безразлично к этому относитесь, к этому кадровому вопросу. И сейчас вот идет выдвижение и обсуждение кадров, так? Опять-таки Лебедев идет номером 1 туда. Это что такое? Вы сибирское отделение, вы координируете. Как можно дать согласие такому человеку, которому равнодушна судьба академической науки Якутии? Я об этом говорю очень серьезно. И вот этот момент для меня очень сомнительный, для того, чтобы при вашем таком равнодушии, надо ли вас оставлять председателем сибирского отделения Российской академии наук. В Якутии 10 академических институтов. Вы понимаете? Я прослужил всю свою жизнь родине, ректором работал, президентом 15 лет, председателем Государственного собрания, и это не случайный мой выход сюда. Это равнодушие терпеть невозможно. Вот, Валентин Николаевич, я вас призываю, хотя бы в части, когда будет согласование идти на уровне уже после Сибири в центральном президиуме РАН, чтобы вы высказали свою принципиальную позицию по вопросу руководителя ФИС Якутского научного центра. Это абсолютная идет минус. И в этом плане я говорю, вот человек, по-моему, он здесь сидит, я вот смотрю, и вам прямо коллегам об этом говорю. А так вот, по большому счету, что хочется сказать, как-то мы мельчаем, друзья. Были времена 2 палат, директора тут были, члены академии новые были. И с количеством или как-то вот масштаб обсуждения, масштаб сибирского отделения каким-то образом все-таки падает со взгляда из нашей деревни. Арктики. Я родился в селе Мыта, где живет 500 человек, и до сих пор 500 человек и живут, значит, лет 70-80. Поэтому хотелось бы вернуться к временам Валентина Афанасьевича, Николая Леонтьевича, двухпалатному парламенту нашего собрания и демократической жизни. И в этом плане я желаю очень больших, выдающихся успехов Сибирскому отделению Российской академии наук, которое Якутии подарило многое. Закончу возгласом. Да здравствует Сибирское отделение по-якутски. Урой айхал булохтун, Сибирь салатын академията.